Друзья, всех приветствую на телеканале Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Сегодня мы находимся в школе шитья Сарта, называется она, соответственно, у Ирины Сарты. Ирина Сарта у нас дизайнер, да, я бы сказала даже такой человек, который направляет многих швей, да, дизайнеров нашего города, нашей республики на вот этот творческий путь. Через вас прошло очень много, да, желающих? Да, немало. Да, немало, выпущено через вас, да, Абсолютно правильно, верно. если сказать, и они сейчас достаточно успешно занимаются швейными вот этими делами, да. Ирина, очень приятно с вами познакомиться. Взаимно, Катерина, мне тоже очень приятно. Сегодня вы выделили для нас время тоже, да, и для наших телезрительниц. Сегодня будет очень полезный мастер-класс по пошиву брюк, да, юбки. Юбки. Ага, юбки. В связи с тем, что у нас скоро Новый год, самый волшебный праздник, и специально для наших телезрителей мы сегодня сошьем юбку с пайетками. Да? То есть это самое популярное нынешнее изделие в женском гардеробе. И мы сегодня рассмотрим один из самых простых технологий пошива данной юбки, для того, чтобы любая девушка, которая никогда не шила, могла спокойно шить себе такой наряд. Ух ты! Это очень обнадеживает, да? Да, давайте приступим. С чего мы начинаем? Что нам для этого понадобится? Да, конечно же, мы начинаем с того, что мы готовим материалы и инструменты приспособления, которые нам для этого необходимы. Итак, для работы нам с вами потребуется, собственно говоря, сам материал с пайетками. То есть это, как правило, бывает сетка. Размер пайеток бывает абсолютно различный. Пайетки бывают больше, меньше. Но для того, чтобы это можно было шить без проблем на обычной бытовой машине, лучше, конечно, взять мелкую пайетку. Дальше нам обязательно потребуется подкладочный материал. В данном случае мы будем использовать ткань для пошива купальников, которая называется бифлекс. Эти материалы хороши тем, что в принципе они не нуждаются в обметке, поэтому можно спокойно шить без оверлока в целом. Ну и, конечно же, нам потребуется резинка, потому что юбка у нас с вами будет на резинке, и инструменты приспособления: ножницы, нитки, иголки для высокоэластичных материалов, то есть для трикотажа. В данном случае лучше выбрать иглы, которые имеют маркировку Jersey Stretch и Super Stretch. Ну и также для построения выкройки нам с вами понадобится линейка, сантиметровая лента, карандаш. Ну, в принципе, все. Так, и первое, с чего мы с вами начинаем, это, конечно же, начинаем именно с конструирования. Нам потребуется миллиметровая бумага. И, собственно говоря, приступаем к самому чертежу. Итак, для конструирования юбки нам с вами понадобится две мерки. Это у нас обхват бедер и длина изделия. Для того, чтобы измерить обхват бедер, нам с вами нужно будет, ну, тут представим, что это женская фигура, да, то есть это у нас обхват бедер снимается по выступающим точкам ягодиц и выступающим точкам бедра. При этом сантиметровая лента должна быть у нас строго параллельно полу. Длина изделия мы с вами будем измерять от линии талии. Да, для этого мы на талию завязываем веревочку или резиночку, и по спине, по позвоночному столбу, вот в таком свободном падении мы с вами измеряем длину изделия. Чтобы было удобнее считать, мы возьмем следующие параметры: обхват бедер 70, и обхват бедер возьмем за 100, и длина юбки 70. Итак, построение у нас совершенно абсолютно простое. Для этого мы с вами делаем что? Строим прямоугольник, длина которого у нас с вами, давайте назовем, будет, это как раз длина изделия, то есть 70 сантиметров. И теперь берем 1/2 обхвата наших бедер. То есть это 50 сантиметров. И вот такой вот прямоугольник у нас с вами получается. Юбка у нас будет иметь один шов сзади. И для того, чтобы немножко уменьшить объем по линии талии, вот здесь, назовем ее точка 1, от точки Т1 мы влево отмеряем примерно 2 сантиметра, и на высоту 18 сантиметров делаем вот такой вот небольшой скос. Дальше от точки Т вниз спускаемся на 1,5-2 сантиметра и тоже сначала проводим под прямым углом линию,
которую затем плавно соединяем с нижней точкой. Все, выкройка у нас на этом с вами закончена. Я заранее подготовила нашу выкройку. Теперь берем наш материал и складываем его таким образом, чтобы лицевая сторона нашего материала смотрела вниз. Да, то есть это важно. Почему? Потому что мы все пометки с вами, меловые пометки, линии проводим с изнаночной стороны. Там, где у нас будет середина переда, мы выкладываем в сгиб. Припуски на шов у нас 1 сантиметр. Вот таким вот образом вкладываем. Обязательно скалываем булавками. Не забывайте соблюдать направление долевой нити, потому что именно направление долевой нити позволит не перекручиваться вашему изделию уже в готовом виде. Итак, припуски на шов по 1 сантиметру. Снизу мы с вами добавляем 3 либо 4 сантиметра. Не меньше 3, не больше 4. Я это сделаю на глаз. Для тех, кто только делает первые шаги в шитье, это лучше всего, конечно же, отмерить. Да. Так, ну что, это у нас основа юбки готова. Теперь давайте раскроим подкладочный материал. Длина подкладочной подкладки, она может быть различна. В принципе, она может быть как на длину всей юбки, также она может быть и покороче. Дело в том, что сейчас в нынешних, скажем так, фасонах наиболее популярных подкладка, как правило, всегда бывает значительно короче. Для этого я сейчас снимаю булавки. Давайте я, наверное, вот таким вот образом сложу выкройку, для того, чтобы определить, что у меня подкладка будет именно вот такой длины. Повторюсь, тут длина подкладки исключительно на ваше усмотрение. То есть, хотите сделать длиннее, можете сделать то же самое. Единственное, что по низу не стоит прибавлять те 3-4 сантиметра на подгиб. Здесь я добавлю 1 сантиметр. Так, и сейчас будем приступать к соединению, к стачиванию деталей. Деталь основной ткани мы с вами стачиваем по среднему шву полностью от линии талии до линии низа. Что касается на подкладке, то мы с вами средний шов сначала прошиваем на 1 сантиметр, далее оставляем место для прорезь для вхождения резинки и до самого линии низа прикладываем строчку. Итак, для тех, кто только делает первые шаги, обязательно нужно будет срезы сколоть булавками, выровняв их. Как минимум сколоть булавками, как максимум это все сметать. В начале и в конце строчки не забываем делать закрепки. Теперь стачиваем деталь подкладки. Здесь закрепки делать обязательно. На это прямо стоит уделить особое внимание. Закрепки нам нужны для того, чтобы у нас шов не расползся. После того, как мы с вами сделали средний шов на обеих деталях, нам нужно сделать ВТО. Так, ВТО это ВТО это у нас влажная тепловая обработка. Уходим на утюг. Так, прежде чем приступить к влажной тепловой обработке, нужно помнить о том, что влажная тепловая обработка обеспечивает 30% качества вашего готового изделия. Поэтому ни в коем случае не стоит пренебрегать этой операции. Прежде чем утюжить ткань, материал с пайетками, нужно обязательно попробовать его на кусочки ткани, на каком-то обрезке.
Для чего это нам нужно? Для того, чтобы убедиться в том, что у нас с вами пайетки не страдают и они не теряют своего блеска. На нашем случае у нас все хорошо, поэтому мы можем смело утюжить. Утюг желательно поставить не больше 2 точек, для того, чтобы, ну, соответственно, у нас ничего не сгорело. Сначала мы с вами приутюживаем с помощью деревянной линейки или, например, каких-то швейных приспособлений, которые называются там, по-моему, утюжок, правильно. Вот такой вот деревянная конструкция небольшая, брусочек деревянный. Мы застаиваем шов для того, чтобы он у нас был абсолютно ровный. После этого наши припуски нужно разутюжить. Разутюжить — это значит раскрыть их как книгу. Для чего это делается? Для того, чтобы наши швы были абсолютно плоскими и, соответственно, не были заметны уже в готовом изделии. Так, это у нас готово, откладываем в сторону. И теперь приступаем к подкладочному материалу. Операция все та же самая. Сначала приутюживаем, сразу убираем фломастеры, чтобы у нас в готовом изделии не было никаких помарок. И разутюживаем. Так как полиэстеровые материалы принимают форму только при остывании, лучше использовать вот такие вот приспособления. Если у вас нет такого деревянного утюжка, в принципе, вы можете просто воспользоваться марлей, слегка придавив. Наша задача, чтобы у нас марля впитала в себя весь пар и жар, и ткань максимально остыла. Все, вот такой вот результат ВТО у нас с вами получился. Итак, после ВТО нам нужно обе детали соединить по линии талии. Что мы для этого делаем? То есть выворачиваем деталь юбки. На лицевой стороной вверх выворачиваем деталь подкладки. И теперь соединяем лицевую, боковой, средний шов нашей юбки со средним швом нашей подкладки. При этом детали складываем лицом друг на друга. Обязательно совмещаем шов, выравниваем все срезы, скалываем булавками и можно уходить на машину. Для удобства в работе булавки вкалывайте перпендикулярно относительно среза. И теперь на ширину припуска в 1 см прокладываем стачивающую строчку. Если вы шьете на булавку, будьте максимально аккуратны, чтобы машинная игла не наступила на булавку. Если вдруг случится так, что у вас все-таки машинная игла задела булавку, тогда обязательно нужно будет ее проверить на наличие повреждений. Если игла повреждена, такую иглу нужно будет обязательно заменить. Все рабочие нитки срезаем. После того, как мы с вами соединили 2 детали, вот таким вот образом труба у нас с вами получилась. Теперь нам нужно отстрочить, сделать отстрочку со стороны подкладочного материала. Для этого мы все припуски убираем в сторону подкладки и в миллиметре от шва на 0,1 мы с вами прокладываем строчку. Теперь снова уходим на утюг. После того, как мы с вами сделали ВТО, обратите внимание, как у нас с вами лежит подкладка. То есть с лицевой стороны юбки у нас этой подкладки не видно вообще. Да? То есть она у нас находится внутри. Теперь, после этого нам с вами нужно проложить еще одну строчку, расстояние
от линии талии до строчки должно быть равно ширине нашей с вами резинки. В данном случае ширина резинки у меня 2,5 сантиметра. И на расстоянии 2,5 сантиметров можно взять на 2 миллиметра больше, на 2-3. Это делается для того, чтобы у нас у резинки была такая некая подвижность. Чтобы нигде не затянуло. Угу. Ну, то есть это смотрится не всегда красиво. Аккуратно смотрелось, да? Да, потому что аккуратность в шитье, конечно же, это прежде всего. Потому что именно аккуратность пошива говорит о мастерстве портного. Я помечаю это точками. Наши зрители могут это провести в дальнейшем, эти точки соединить между собой. После этого, стараясь не растягивать наш материал, мы скрепляем булавками. Спокойненько. Да. Все должно лежать на столе абсолютно спокойно. Не должно быть никаких натяжений, каких-то перекосов. Все, и мы теперь готовы сделать, проложить строчку. Так, и вот посмотрите, какая строчка у нас с вами получилась. Это вот как раз у нас тот канал, в который у нас войдет резинка. Теперь, по поводу резинки. Сколько ее нужно взять? Для того, чтобы определить длину резинки, нам сначала с вами нужно измерить обхват талии. Для этого талию не туго, но и не очень свободно измеряем. Да? То есть в моем случае это получилось 34 сантиметра. От этого значения вычитаем 10 сантиметров. И кроим нашу, и режем нашу резинку. Получается. Да, получилось 24. Теперь с помощью любых приспособлений для вдевания тесьмы мы вдеваем нашу резинку. Можно с помощью булавочки это сделать? Можно с помощью булавки сделать, да. Но в наших швейных магазинах есть вот такой вот швейный гаджет, невероятно удобная вещь. Да. То есть она не такая мелкая, как булавка, не такая мягкая, как булавка. Она позволяет без труда. Так, чтобы у нас не убежала резинка, край зацепим. Теперь аккуратненько все расправляем. И вот так вот у нас с вами получилось. Красотишка. Для того, чтобы резинка не перекручивалась, здесь по бокам и сзади можно сделать вот просто стачивающие строчки. И тогда резинка не будет скручиваться. То есть по бокам, да? По бокам, да, по бокам. Либо можно сделать, допустим, от середины вот так 2 шва и сзади 2 шва. Ну, это как говорится, по желанию. Итак, мы с вами находимся на финишной прямой. Теперь наша задача сделать подгибку низа. Подгибку низа, в принципе, конечно, можно сделать и на машине, но значительно красивее будет, если мы это с вами сделаем вручную. Потому что все-таки шов, он все равно виден. Да? То есть обратите внимание. А если этот шов еще будет снизу, это будет смотреться не совсем красиво. Поэтому мы сейчас эластичным ручным швом, который называется козлик, сделаем обработку низа. Это делается для того, чтобы сохранить вот эту вот подвижность и свойства растяжения нашего материала. А подгибаем один раз, да? Подгибаем один раз. Здесь надо будет немножко выровнять. Почему мы не обметываем оверлоком или строчкой зигзаг? Дело в том, что эта сетка, она не нуждается, она не осыпается, поэтому в принципе не нуждается в том, чтобы мы ее с вами делали здесь подгиб, обметку. Так, теперь, чтобы нашим зрителям было это все видно, мы оставили подгиб низа юбки в 3 сантиметра при раскрое. Поэтому абсолютно на ровной поверхности измеряем 3 сантиметра и полностью все скалываем булавкой. Соответственно, конечно же, мы с вами начинаем шить именно от бокового шва. Обратите внимание на то, как мы с вами делаем этот подгиб. Подгибка смотрит на нас,
мы ее отворачиваем таким образом, чтобы вот эта вот блестящая сторона подгибки оказалась внизу. Для чего мы это делаем? Это мы делаем для того, чтобы у нас с вами нашего шва ручного не было видно вообще. Ну и, конечно же, для того, чтобы сохранить эластичность. Значит, шов-козли как делается? Сначала мы с вами подхватываем сгиб юбки, вот таким вот образом, буквально краешек совсем, и уходим на подгиб вот здесь. Теперь снова уходим на подгиб, где у нас юбка, где сгиб юбки, и уходим на подгибку. И вот таким вот образом, сильно не затягивая, у нас с вами получается тот самый шов-козлик. Так как это сетка, и мы с вами захватываем эту сетку совсем незначительно, у нас шва не будет видно вообще. Но при этом у нас с вами будет сохранена именно эластичность нашей сетки. Тем более, что мы юбку сделали длинную и без разреза. Если наши зрители захотят сделать разрез, то припуски разреза будут обрабатываться вручную точно так же этим же швом. Чем меньше швов видно в готовом изделии, тем оно выглядит красивее. Чтобы не делать узелки, так как эта сетка все равно узелок проскочит на одном месте, да, мы делаем несколько маленьких стежков. Все, и теперь конечное ВТО. Да, это у нас конечное ВТО. Мы проутюживаем с вами. Так, я не сняла булавки, и это не совсем правильно. Но в пайетках, в принципе, это будет незаметно. По новой просто. И делаем конечное наше ВТО. Убираем все неровности, все шероховатости. Все. Готово. 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 Так, теперь на эту девицу надо надеть все это. А там еще, оказывается, верх, да? Да, я еще верх вчера шила, чтобы чтобы картинка была полная. Видишь, как красиво смотрится. Вообще. В принципе, себестоимость такой юбки, я вчера считала, она обойдется максимум 1500, если шить это самой. Потому что, ну сколько она там, сантиметров 70 на юбку потребуется, столько же подкладки, а может даже подкладки и меньше потребуется. Наша юбочка готова, да? Как вы сказали, мы уже можем отправляться на корпоратив. Да, мы можем уже начинать праздновать. Вот такая вот симпатичная, абсолютно простая в технологии пошива юбка у нас с вами получилась. И повторюсь, любая девушка, которая никогда не умела шить, может легко с этим справиться. Ну, я думаю, что вы сами это видите. Да, я обязательно хотела бы это попробовать. Надеюсь, у меня получится. Не получится. Да, очень на это надеюсь. Ирина, ну, наверное, наши телезрительницы заинтересуются сейчас, да, как можно к вам попасть, как можно у вас поучиться, да, взять какой-то мастер-класс. Как раз сейчас, наверное, очень популярна новогодняя тема, да, всем хочется вот как-то и экономно, да, и самой, и красиво все это сшить. Да, действительно, шить самой это значительно дешевле выходит, особенно если вы большая семья, то есть несколько детей, и обуть и одеть каждого, это достаточно большая проблема. Но если иметь навыки шитья, то это, в принципе, ну, скажем, хорошее подспорье. У нас в преддверии Нового года с 11 декабря стартует онлайн-курс, который называется, на котором мы будем шить юбку с пайетками. Юбка, конечно, там будет уже иметь более сложную технологию. Она будет закрыта полностью под подкладку, то есть и будет с разрезом спереди. Ирина, вам огромное спасибо, что поделились секретами своего мастерства с нашими телезрительницами, с нашими якутянками, да. Я думаю, они будут рады, счастливы посмотреть его и всегда будут выглядеть красиво и достойно.
И в преддверии Нового года я поздравляю всех зрителей телеканала Якутия-24 с наступающим Новым годом. Будьте счастливы. До встречи в эфире.